Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Добрый вечер, мои дорогие. Давно не публиковал свои видео, но как-то я вам говорил, что я никуда не пропаду. И сейчас набрался сил, вернулся, и я с вами. Вот, сегодня 6 августа. Во-первых, я хочу сказать, что мы провели встречу в этом красивом, прекрасном городе, и где проживают хорошие люди. Они нас пригласили, мы приехали сюда и провели встречу. Вот. На этой встрече присутствовали наши братья-чеченцы, наши братья-дагестанцы, черкесы, а также украинцы. Вот. И были представители других народов Северного Кавказа, наши братья. Были грузины, наши дорогие братья. Вот. И мы обсуждали, в первую очередь вспоминали тему, то есть дату сегодняшнюю, 6 августа 1996 года, когда малочисленные группы чеченских воинов вошли в город Грозный и освободили нашу столицу. Вот, это была первая тема, а также вторая тема, которая нас всех сегодня волнует, это события на нашей родине, на Кавказе, в Украине и вообще по всему миру, где Россия пытается создавать проблемы. Мы касались этих тем. Вот. Про события 6 августа, эти воспоминания я опубликую в следующем видео. Вот. А сейчас просто хочу рассказать об этой встрече. Конечно же, мы обсуждали сегодняшние события в первую очередь. Ну да, и, как я сказал, были воспоминания. Я очень ценю людей, которые вот ценят героизм чеченского народа, которые помнят эти даты, даты наших побед в бою и достижений. Вот. И я им очень благодарен. Мы все сегодня в одной лодке. Вот. У нас одна цель – это освобождение наших земель и достижение свободы на наших землях. Вот о чем мы говорили и что мы обсуждали на этой встрече. Как я сказал, там были грузины, там были дагестанцы, другие народы Северного Кавказа. Вот. И как я всегда в своих видео говорю, наша проблема на Кавказе в первую очередь в том, что Россия веками пытается быть хозяевами этой земли, нашей земли, вот, и диктовать свои законы. И диктовать их так, указывая нам, как жить, как умирать, что говорить. Вот. И пока мы не освободим наши земли, я имею в виду любыми путями, особенно мирными путями, мы не сторонники войны, мы не сторонники трагедии, мы знаем, что такое война, мы можем рассказать, что приносит война, потому что сами испытали это на себе и по сегодняшний день испытываем это на себе. Да, не идут широкомасштабные боевые действия, но народ сегодня находится под диктатом Путина и его ушлепка Кадырова. Вот. И наших людей они используют, вот я говорю про молодежь, используют в своих грязных целях, и чтобы удержаться у власти. То есть они
используют нашу молодежь, чеченскую молодежь, и не только, молодежь Северного Кавказа, в войне против Украины. В той войне, где чеченцы или там другие представители других народов не должны участвовать. Украина – это мирная страна, мирные люди, на которых тоже напали, как когда-то напали на нас и развязали войну. Что бы там российская пропаганда не говорила, что вот там украинцы бомбили Донбасс, там все такое, там резали, убивали, там что они бандиты и все такое. То же самое они говорили про чеченцев, что мы не давали жить русским на своей земле, что мы их там пытали, убивали, унижали там, и так далее. Это российская пропаганда. Они всегда это делают, когда развязывают свои конфликты на какой-то чужой земле, чтобы оправдать свои действия. Вот, мы затрагивали вот эти темы на этой встрече. Я очень благодарен тем людям, которые приехали на эту встречу. Вот, там люди приезжали из Австрии, вот, из других европейских стран, проделали большой путь, огромный путь, это 1000-2000 километров, чтобы сесть с нами за стол, чтобы обсудить вот эти все темы, и не только. А именно, сегодня есть люди, которые продолжают путь, вот, путь, начатый нашими дедами, отцами, вот. И мы тоже участники всех этих событий, последних событий. Мы ветераны этих событий, вот именно в основном ветераны и встретились. Мы не отошли в сторону и никогда не отойдем в любую сторону, налево, направо или назад, тем более. Вот, будем делать все возможное открыто, за закрытыми дверями. Но будем продолжать свою работу. Вот, потому что нам нужно достичь нашей цели. Вот. И никто не свернет нас с этого пути никакой работой, никакой угрозой, что бы они ни делали, что бы они ни говорили. Вот. Работа будет продолжаться, и она усиливается, и вы это скоро узнаете. Я очень сильно благодарю от души всех людей, которые поддерживают, которые стремятся к истине, к правде, вот, и которые верят в первую очередь, что Всевышний нам поможет, что мы в один прекрасный день достигнем этой цели. Пусть Аллах Всевышний поможет нам на этом пути.